ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Пятница, 8:45, городская администрация. Общегородская планерка, как это ни странно, началась с приятного. Особо отличившимся ухтинцам вручили республиканские награды. После непродолжительной церемонии все вернулось, что называется, на круги своя. Начали с управления ЖКХ. Мэр остался крайне недовольным работой этого ведомства по санитарной обрезке кустарников. «Заставь дурака молиться, он и лоб расшибет». Так прокомментировал руководитель этот процесс в Ухте. С кустами под нож пошли и деревья. За это Магомед Османов пообещал наказать. Ничего хорошего не обещал и за те дома, которые остались без управляющих компаний. К 1 ноября должны создать муниципальную структуру для их обслуживания. Пока же ответственность за дома без управления понесут ЖКХ и жилинспекция. Все жалобы от граждан, которые будут приходить, они должны быть у вас. Вы тогда решаете сами с ресурсоснабжающими организациями по поводу тепла, по поводу воды, каким образом это должно устраняться. И в части жилищного фонда там тоже определяется какой-то управляющей компании. Или это будет одна, или это будет 2, 3, 4, 5, но это ваши вопросы. Но по всем этим домам, которые у нас оставят без управления, жалобы будут идти к вам. К ответу призвали и образование. О ходе работы в 7-й школе. Там должны были поменять кровлю и окна, доложила Наталья Безносикова. Все работы должны были выполнить до 30 октября, только ремонт так и не начался, подвел подрядчик. Если 3 октября он так и не начнет, придется искать других. Мы имеем право в 10-дневный срок расторгнуть этот договор и выставить все в одностороннем причем порядке, и выставить все соответствующие требования по претензионным требованиям по выплате им неустойки, простоя и затягивания выполнения работ. Обсудили также инвентаризацию жилых муниципальных квартир, их, к сведению, 221. Вспомнили о неведомом газе, отравивших школьников 2 недели назад. Кстати, его природу так и не обнаружили. Определились и с планами на грядущую рабочую пятидневку. Среди прочего, продажа кинотеатра «Юбилейный». Планерку мэр подытожил напоминанием, что скоро новый 2017. Пора задуматься и о долгах. Предоставьте информацию, сколько у вас осталось денег по экономике, которые у вас произошли по торгам, по всем этим остальным делам. Это на 1 октября, актуализированную информацию. Это должно быть на 1 октября, еще раз повторяю. Потом уже будем разбираться, где они у нас есть, где их не хватает, куда надо что перекинуть. Все услышали, да? Никто с кредиторской задолженностью 2017 год не уйдет. Напоследок Магомед Османов анонсировал следующую пятничную планерку. На ней, кроме руководителей управлений, обещают быть еще и представители управляющих и ресурсоснабжающих компаний.